Я продолжаю писать карту дня на 18 августа. Это у нас четверг, и мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. У меня есть первая часть этого видео. Ссылочку вы можете найти под этим видео в описании вниз, если прокрутите. Можете найти, если зайдете на мой канал Таро Дома. Там есть все части всех карт дня, которые я записываю. Или же еще можно оставить запрос в комментарии. Да, то есть напишите, мне нужна первая часть, и я вам оставлю ссылку. А я смотрю дальше. Весы. У нас следующее смотрим. Четверг, 18 августа. События для весов. У вас выпадает первое застолье. Может быть, в этот день. Госучреждение, казенный дом. То есть, либо вы будете звонить, либо идти туда. Может быть, что-то брать, какой-то документ, справку. Ну, то есть, будет какой-то контакт с казенным домом. Угу. Смотрите, рядышком выпадает разочарование, печаль, провал, да, то есть, не знаю, может быть, вы планировали, да, что-то сделать в этом госучреждении, но, похоже, печаль показывает, да, что вы будете расстроены результатом. Угу. Еще яблоко выпало, слезы. Тут мог якорь быть, видите, еще. Но я первый почему-то яблоко увидела. Если вы увидели якорь, якорь показывает фиксацию, да, то есть когда мы где-то фиксируемся надолго. Ну, как корабль, да, якорь бросает. Ага, смотрите, вот видите, вот вам и ответ. Нерешенное дело, нерешенный вопрос. То есть вы хотели что-то решить, да, в этом госучреждении, а не получилось. Из этого вы, вот, показывает, расстроитесь. Но тут же, смотрите, есть и решение. Ножницы выпадают. Решение. Нерешенное дело решается. Может быть, просто не с утра, а позже. Ага, конфликт. Через конфликт, возможно. Ну, то есть надо будет поругаться очень серьезно, да, чтобы решить. Ну, то есть карты вам говорят, надо не плакать, а ругаться. Хорошо, сейчас я еще посмотрю периметр. Череп нельзя. Здесь нет, 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 нет. Ну, еще есть интимная связь. Да, кровать. Так, значит, что получается в этот день? Смотрите, в этот день у вас выпадает застолье. В этот день выпадает интимная связь, ну или желание отдохнуть, полежать, да, то есть если кому-то не актуальна интимная связь. Дальше посещение госучреждения, да, или общение, разговоры в госучреждении, разочарование, нерешенный вопрос, слезы, затем получается конфликт и решение вопроса. Не знаю, будет это связано, да, или это будет уже какой-то другой, решение другого вопроса, сложно сказать. Ну вот решение какого-то точно будет. Этот вопрос это будет или уже какой-то другой, сложно. Да, я вам не могу сказать точнее. Вот такая информация для вас, весы. Благодарю за внимание. И перехожу к скорпионам. Так, скорпионы. Смотрим. 18 августа, четверг. Скорпионы, четверг, 18 августа. Покажите мне, что будет у скорпионов. Подарок, смотрите, первая выпадает у вас. Друг,
Друг, подружка, общение. Ссора, может быть, небольшая метла. События в доме. Ну или в родне события. Причем события, подарок выпадает. Исполнение желания. Получение новости. Может быть, в электронном виде новость. Корона. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Да, вот представитель закона, власти. Смотрите, он может исполнить желание. Да, то есть вот этот какой-то влиятельный человек. Конверт. Конверт – это получение. Вы получаете какой-то документ, справку, посылку, новость. И змея нельзя. Получается у вас в этот день подарок, общение с друзьями, небольшая ссора, событие, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком, исполнение желания, получение новости и еще, да, вот получение какого-то либо документа, либо справки, либо посылки. Еще может быть тоже в этот день. Может быть получение подарка, как вариант. Так что, скорпиончики, вот такой день у вас интересный будет. Да, единственный минус — это вот какая-то небольшая ссора. Но еще иногда метла — это уборка, да, то есть наведение порядка. Если, например, события у вас, да, то, возможно, вы будете готовиться к приходу гостей, да, будете порядки наводить. Так, хорошо. Смотрим дальше. Стрельцы. Стрельцы. Восемнадцатое августа, четверг. События дня. Смотрим. Первое, что вижу, это мешок с деньгами у вас. То есть какое-то событие будет связано с деньгами. Приглашение еще также есть. Любовь, два сердца. Дружба, общение с друзьями. И верность. Ну, опять же, показывают, гармоничные отношения будут в личной жизни. Можете, кстати, познакомиться с кем-то. Да, то есть пара, обрести пару. Если у вас нет любимого человека, то тут вот может так проиграться. Значит, свиток нельзя. Здесь нет, здесь нет. Обман. Смотрите,
обман ложится рядом с деньгами. Будьте осторожны. Да, то есть, если вы будете снимать деньги, переводить деньги, что-то оплачивать, покупать, пересчитывайте, проверяйте все. Застолье может быть. Застолье, на застолье будет любимый человек, будут друзья. Либо вы на застолье встретите любимого человека. Так что, если вас куда-то приглашают в этот день, обязательно идите, вы можете там познакомиться. Время. Возможно, даже на определенное время будет это застолье. Будильник часто показывает, что вы опаздываете, да, то есть вы к определенному времени не успеваете, торопитесь, спешите, смотрите на часы, переживаете, что не успеваете. Так, значит, смотрите, что выходит. Выходит у вас с утра какое-то событие, связанное с деньгами, и обман, поэтому будьте осторожны. Дальше у вас идет приглашение, застолье на определенное время, там будут друзья, любимые люди, и все хорошо, да, вот верность показывает, все хорошо будет в личной жизни в этот день, да, то есть хорошо проведете время. Ну, вот такие события, стрельцы, для вас. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерожкам. Козерожки. Смотрим. 18 августа. События дня для козерогов. Покажите мне. Угу. Ну, что-то события не хотят вам ничего показывать. Ну, так иногда тоже бывает. Угу. Сейчас я еще проверю периметр, посмотрим. Может быть, что-то будет по периметру для вас. Только вижу шарики. Хорошие новости. Ну, тоже хорошо. Да? Пусть одно, зато такое хорошее. Так, здесь нет, здесь нет. Нет больше совпадений, я не увидела. Значит, смотрите, что получается. У вас только выпали хорошие новости в этот день. Да, то есть чем запомнится день? Какими-то хорошими новостями. Так что замечательно, да, вот получается одно, зато очень позитивное событие. Благодарю за внимание, козерожки, и перехожу дальше к водолеям. Водолей. Смотрим, что у вас. 18 августа. Четверг. События дня. Покажите мне для водолеев, что у них будет, какие события. Смотрим, водолеи, что у вас. Подарочек у вас выпадает, первое событие. Вы можете получить, можете подарить. Замок
Может открыться какая-то информация, тайна. Пустые разговоры. Смотрите, в пустых разговорах, может быть, кто-то выболтает, да, какую-то информацию, которую скрывал. Колебания, выбор. Да, то есть вы стоите перед выбором, два варианта. Общение с очень важным, влиятельным человеком, причем тайна выпадает с ним, то есть, скорее всего, вот этот человек расскажет вам какую-то, ну, информацию закрытую, да, которая для остальных закрыта, а для вас теперь будет, не будет тайной. И проверяем с вами горизонтали, вертикали. Ну, кто вместе со мной проверяет. Разочарование. Колодец. Может быть в этот день. И больше я не вижу совпадений. Значит, смотрите, получается, первое событие — подарок, затем пустые разговоры, выбор, общение с каким-то очень серьезным человеком, да, то есть и открываются информация, тайны, какие-то секреты. И в конце еще дня выпадает глубокая печаль, это разочарование, расстройство, да, какие-то. Но, видите, оно как бы вдалеке от основных событий. То есть вполне возможно, это вас лично касаться не будет, да, вот это разочарование. То есть это просто какая-нибудь там новость, информация не самая приятная. Да, то есть это именно, потому что здесь нету плохих событий. Ну или как вариант, может быть, тайна. Да, то есть если только тайна будет какая-то не очень приятная, тогда колодец может проиграться. Ну а так вообще он как бы слишком далеко, он расположен от замочка, поэтому маловероятно, но может быть. Благодарю за внимание, Водолеи. Переходим к рыбкам. Так, рыбки. Восемнадцатое августа, четверг, события дня. Четверг, события дня. Сразу же у вас выпадает весы. Это колебания, то есть вы стоите перед выбором. Два варианта, да, делать, не делать, идти, не идти, это или это одевать. Да, то есть какие-то два варианта есть. Любовь. Посещение госучреждения, казенного дома. Возможно, с любимым человеком. Бабочка, деловое общение. Так, и смотрим с вами горизонтали, вертикали. Свидание. Ну, или, по крайней мере, приятная встреча, да, то есть, если свидания не может быть, то... Ну, тут может быть, потому что, смотрите, выпала любовь, да, то есть любовь, свидание. Или если у вас нет, допустим, еще любимого человека, это может быть встреча, да, два сердца соединились, и идете на первое свидание. Угу.
Так, больше не вижу. Получается, у вас какой-то выбор в этот день или, да, то есть делать, не делать. Дальше все хорошо будет в личной жизни, посещение госучреждения, деловое общение, может быть, да, вот они будут вместе связаны, и свидание, приятная встреча. Да, вот такие у вас все позитивные события, ну, кроме выбора, да, то есть выбор обычно делать нелегко, да, если весы выпадают, это прям когда вот сложно сделать выбор. Так что, рыбки, вот такая у меня информация для вас на четверг. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.